Мы тут учимся и играем. Полностью как в школе. Но процесс немножко другой, конечно. Они настолько увлекаются, что вот даже они забывают о своей болезни. Вот это же основное, это же хорошо же. Каждый ребенок должен получать образование вне зависимости от того, где он находится. В 2018 году к нам в школу пришли две девушки. Динара Аляева от фонда «Помогать легко» и Лейла Кельдибекова, детский сад частный «Дино». И они предложили нашим учителям попробовать провести уроки в детском отделении онкологии. Тогда еще это отделение находилось в старой больнице, которая сейчас взрослая онкология. В общем, мы решили попробовать. Негизе мұғалімдер бияққа мұғалім жоқ болып қалды да, математика, физикадан. Анан ойлым бойлы сразу эле келдим бияққа. Анан проблемасын түшүнбөп турмун да башындачы, кандай проблемалар менен столкнешься. Анан проблемасы көп экен негизи мұғалімдерге, аябай эмоциональный жактан, моральдык жактан аябай оорураак келет экен да, кыйыныраак келет экен. Ну, конечно, это был как первый опыт был, конечно, такой, вы знаете, как сказать, мы не ожидали, во-первых, мы не знали даже, какая методика должна быть, как с такими детьми заниматься. И постепенно услышали о проекте «Учим, знаем», они нам рассказали, и «Учим, знаем», который находится в Москве. И вот профессор Шариков Сергей Витальевич, он непосредственно руководитель проекта, он четко объяснил. Они нас пригласили в Москву, мы съездили, посмотрели. Был октябрь 2018 года. Вот с того момента по сегодняшний день мы работаем. Мы тут учимся и играем. Из игр мне нравится «Монополия», а из учебников там чтение или математика. У нас на данный момент сейчас 8 преподавателей. То есть мы ведем различные предметы. Мы можем, знаете, как проводить уроки интегрированно. Потому что мы можем сразу и математику, тут же и какие-то географию преподавать, и биологию. То есть наша задача сделать этот процесс более интересным, более доступным для детей, чтобы у них был интерес. Потому что ребенок в сложной ситуации, у него могут быть психологические какие-то тоже вот нюансы, да, неохота. После вот химиотерапии ребенок слабый. И наша задача больше его как-то вот увлечь в этот образовательный процесс, чтобы он как можно меньше думал о лечении, о своей болезни. Здесь вообще уроки рассчитаны на 20 минут, но мы смотрим на его состояние, на настроение, потому что у них утомляемость немножечко повышена, и мы вот смотрим, как вот он, если он с интересом. А иногда бывает, они здесь часами могут, прям не выгонишь. Даже от обеда отказываются, даже от тихого часа и вплоть до вечера. Бывает иногда так. То есть они настолько увлекаются, что вот даже они забывают о своей болезни. Вот это же основное, это же хорошо же. Ата-энелер менен балдардын ортосунда биякта бир комнатада жатып бир жыл жаткан балдар бар да. Анан мамасын жакшы көрбөй уже тажап калган, бири-биринен тажап калган учурлар болот да. Ошондо мектеп аябай жардам берет да. Мисалы үчүн балдарын таштап коет бияка. Балдары сабак өтөт, биз бияктан ойнойбуз, ар кандай сценкаларды уюштурабыз, алар менен көңүлү башкага бурулуп, оорусун унутуп калып, анан ата-энесин сагынып калган, мамасын сагынып калып, анан кеткен убактар болот. Нолевой класстан 4-класска чейинки балдар ата-энеси өзлөрү алып келип, бияка таштап өзлөрү эс алганга убакыт болот да. Өзлөрүнүн кийинип, тазаланып, жуунганга убакыт болот кичинекей балдарын таштагандачы. Мы считаем, что, наверное, в дальнейшем мы надеемся, по крайней мере, что на нас обратят внимание. Это же не только детская онкология, другие же области тоже есть. Там, где дети проводят длительное лечение, там обязательно нужно создать для них образовательную среду и открыть такую госпитальную школу. Мы надеемся, что это скоро будет. Потому что каждый ребенок должен получать образование вне зависимости от того, где он находится. Какая у тебя мечта, Захра?
увеличится.